Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24». В студии работает Полина Долинская. Московский баскетбольный клуб ЦСКА завершил выступление в Евролиге двумя поражениями. Финал 4 прошел в германском Кёльне. В полуфинале в пятницу армейцы проиграли турецкому клубу «Анадолу Эфес» со счетом 86-89, а в воскресенье уступили «Милану». В матче за третье место результат встречи – счет 73-83. В итоге команды не показали искрометной игры, а самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Торники Шенгелия, в активе которого 18 очков. В финале «Анадолу Эфес» оказался сильнее Барселоны со счетом 86-81 и впервые стал победителем Евролиги. Самым результативным баскетболистом матча стал защитник команды из Стамбула Василий Мицич, в активе которого 25 очков. Его признали самым ценным игроком финала 4. Уже 5 июня в Казани армейцы проведут первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против Уникса. Сборная России по хоккею проведет свой 6-й матч на предварительном этапе чемпионата мира. Соперником команды станет сборная Швеции. Россияне занимают 2-е место в таблице группы А с 12 очками. Уступают только швейцарцам, в активе которых также 12 очков, но на одну игру больше. Шведы после 6 матчей поднялись на 4-ю строчку, обыграв в воскресенье команду Словакии со счетом 3-1. Для сборной Швеции матч против россиян станет заключительным на групповом этапе и решающим. Последним соперником подопечных Валерия Брагина на групповом этапе станет команда Белоруссии, идущая в настоящий момент на последней 8-й строчке в группе. В матче против сборной Швеции в составе российской команды, согласно предварительному составу, должны сыграть представители Национальной хоккейной лиги. Однако окончательное решение о составе будет принято непосредственно в день игры. Команды России и Швеции в 24-й раз сыграют друг с другом на чемпионате мира. На счету россиян 14 выигранных матчей. Шведы одержали 8 побед. Одна встреча завершилась в ничью. Предварительный этап турнира в Риге завершится 1 июня. В плей-офф выйдут по 4 лучшие команды каждой группы. Бразильский пилот команды Мейер Шенк Рейсинг Элиос Кастро Невис в 46 лет стал победителем гонки Инди 500, которая прошла в Индианаполисе в рамках этапа американской серии IndyCar. 2-е место занял испанец Алекс Палоу. 3-м стал француз Симон Панжо. Кастро Невис впервые в сезоне принял участие в этапе серии IndyCar. Он не участвовал в соревнованиях на постоянной основе с 2018 года. Бразилец одержал победу в гонке Инди 500 в 4-й раз. Кастро Невис выступает в IndyCar с 2001 года. Он провел 272 гонки, в которых одержал 24 победы. Всего на подиум он поднимался 83 раза. Гонку Инди 500 принято называть 500 миль Индианаполиса. Заезды проходят на одном из старейших автодромов США, где трасса имеет форму овала и длина одного круга составляет 4023 метра. За всю историю соревнований выиграть все 3 гонки удалось только одному пилоту – англичанину Грэмми Хиллоу. Норвежский клуб «Вайперс» со счетом 34-28 обыграл французский Брест в финальном матче женской лиги чемпионов по гандболу. Финал 4 турнира прошел в Будапеште. «Вайперс» в полуфинале обыграли ЦСКА, а в 1/4 финала оказались сильнее другой российской команды – Ростов-Дона. Норвежская команда впервые в истории стала победителем Лиги чемпионов. Ранее лучшим результатом клуба в турнире было 3-е место в сезоне 18-19 годов. Брест впервые принимал участие в финале 4. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий в мире спорта на телеканале «Якутия-24».